После прижимов ехали без особых приключений. Все чаще начали встречаться машины с магаданскими номерами. Доехать до Уснеры в этот день не удалось. Заночевали на реке Кюбеме. Кстати, здесь неплохо ловится хариус и ленок. Место, где остановилась на ночевку экспедиция, описано в колымских рассказах Варлама Шаламова. Здесь он работал санитаром в лагерной больнице. Тем самым и спас себя от голодной или холодной смерти. Согласно некоторым сведениям, как раз вот в этом поселочке, вернее в лагерной зоне, которая находилась в этом поселочке, сейчас там буквально 3 дома осталось, непонятно, живет кто или нет. Вот, там, так сказать, чалился известный писатель на гулаговскую тему Шаламов. Именно благодаря этой больничке, в которой он работал санитаром, он, собственно, выжил и сумел написать эти колымские рассказы. Так что вот сейчас все вот эти места, по которым мы едем, они в той или иной степени у него в произведениях описаны. Получается что-то вроде путеводителя. Рядом с поселком находится большой ледник. По-якутски он называется Тарын. Здесь же шинтоповцы решили отметить свое присутствие в печально известных местах приготовлением и распитием коктейля «Колымский». Значит, основа безалкогольная для коктейля – это вот у нас чай, который мы кипятили сегодня утром. Мы его немножечко охладим. Отжать лимонный сок. Мы это делаем рукоятью ножа. Пестика у нас нет. Он нам и не нужен. Лимон – это то немногое, что нас связывало до сегодняшнего утра, так сказать, с прогрессивным человечеством. Сейчас мы его изведем, и нас уже ничего больше связывать не будет. Лимонов здесь, на Колыме, не водится. Хочу обратить внимание на структуру льда. Он очень качественный, то есть это готовый лед для приготовления коктейля типа маргарита. То есть не кубиками, а вот такой соломочкой. Заливаем лимонный сок, тщательно его процеживаем с помощью ножа. Заливаем безалкогольную основу. Чай, приготовленный на костре из пакетиков. Заливаем алкогольную основу. Чистый спирт питьевой. Производство ООО ФАПК Якутия. Добавляем лед. Льда не жалеем, у нас его много. Я пользуюсь ножом не из-за того, что я выпендриваюсь, а из-за того, что у нас все ложки едут в другой машине, она отстала. Для момента блаженства почти все готово. Это что-то вроде Long Island Tea получается, насколько я понимаю. В целом напиток готов, осталось только взять флаг. Это так называемая технология двойного применения. То есть с виду это обыкновенный флажок, который можно даже ребенку подарить. На самом деле это тщательно законспирированная соломинка для использования с коктейлями. Вот. Ну и как бы все. Можно наслаждаться. Божественно. Не хватает только легкой музыки.